На счет Республиканского фонда «Победа» с 21 марта, когда был дан старт благотворительному марафону «Мы наследники Великой Победы», поступило почти 120 тысяч рублей. В лидерах по неравнодушию к этому моменту воркутинцы ровно половина вложений. Такие данные озвучили в Республиканском совете ветеранов, который будет заниматься распределением собранных средств. Сейчас в Коми проживают 7110 граждан, имеющих право на такую поддержку. Половина из них письменно обратилась с заявлением, что нуждается в помощи. Кому-то требуется ремонт жилых домов и квартир, кому-то приобретение бытовой техники, а для кого-то надо купить необходимые лекарства. Значимость этой работы отмечает общественник Мария Кузьбожева. Во время мартовских выборов в качестве доверенного лица Владимира Путина она много ездила по районам, встречалась с жителями, которые звонили и говорили ей про свои чаяния. Поэтому, делает вывод общественница, есть проблемы, которые можно решить только всем миром. Например, в Воркуте, откуда люди уезжают, ветеранов осталось очень мало. Есть могилы участников войны, узников концлагерей, но родственников здесь уже не осталось. А чтобы школьники за ними могли ухаживать, для этого тоже нужны деньги, чтобы краску, семена цветов купить, пригласить сварщика. Благодарность ветеранам надо проносить через всю жизнь, а разделять радость от праздника следует деятельно. Так, значение благотворительного марафона охарактеризовала председатель Общественной палаты Галина Киселева. Она также призвала жителей присоединиться к помощи ветеранам. Мне кажется, мы счастливые люди, потому что мы до сих пор имеем возможность жить рядом с теми, кто знает, что такое Великая Отечественная война, кто знает, что такое Великая Победа. Это те люди, которые своими глазами видели страшное событие, которые через свое сердце пропустили ликование Великой Победы. И это те люди, которые заслуживают нашего повышенного внимания, особенно накануне такого события, когда это их праздник. Мы с ними делим эту радость. Но, наверное, надо делить ее деятельно. Я считаю, что это очень важно, чтобы каждый смог хоть какую-то лепту внести в общее дело. Организаторы называют марафон возможностью выразить ветеранам признательность и благодарность за мирную жизнь. Помощь в первую очередь получают инвалиды, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы умерших участников войны. В прошлом году в рамках сбора удалось собрать чуть меньше 1 миллиона рублей. Всего по линиям республиканского и муниципальных фондов помощь получили свыше 1000 человек.